Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера состоялось заседание Госкомиссии по Кумтюру под председательством депутата Акылбека Джапарова, которая подтвердила претензии Кыргызстана в отношении КГК Кумтюр Голд Компани на 263 миллиарда сомов или более 3 миллиардов долларов. Это нанесенный экологии вред плюс недоплаченные налоги. Кроме того, еще более 37 миллиардов сомов должны выплатить кыргызские чиновники. В целом, возможные потери Кыргызской Республики от принятых решений правительства Кыргызской Республики за 2013 и 2020 годы составили 438 миллионов долларов США или 37 миллиардов 142 миллиона сомов, которые должны быть восстановлены за счет лиц, принимавших участие в переговорных процессе и подписавших указанные соглашения вопреки интересам нашего государства. Взыскать с КГК 263 миллиарда сомов постановил 7 мая Октябрьский районный суд Бишкека, а истцами выступили 4 гражданина: Аблаз Джейнбеков, Нарис Калчаев, Гемельбек Кутманов и Айбек Сарыбаев. Некоторые защитники КГК, являющиеся дочерней фирмой канадской компании Центера Голд, возмущаются, что иск подали частные лица. Другие отмечают, что одним из них является сын Динары Кутмановой. Вот когда Volkswagen оштрафовали 18 миллиардов, это тоже у них санкции по штату, там Вашингтон, по-моему, начинал. То есть это наше внутреннее право. У нас первый пункт в гражданском иске так и стоит: признать, что действия ЗАО Кумтюр Голд Компани, что действия по складированию отходов горнорудного производства, это вскрышенных пустых пород на ледниках, незаконными. А второй пункт уже взыскать. То, что компания складировала отвалы на леднике, это верх варварского отношения к природе. Но канадская компания заявляет, что все делалось согласно достигнутым договоренностям с руководством Кыргызстана. Однако это еще более усугубляет их вину. Они действовали в сговоре с коррумпированными чиновниками. Из-за той же коррупции Кумтюр не перешел в собственность Кыргызстана в 2007 году, как ранее предполагалось. В 2007 году Кумтор должен был перейти нам. Мы стали бы владельцами 2/3 доли. Все управление тоже стало бы нашим. А у Камэка осталась бы 1/3 доли. И они бы далее получали только дивиденды. Но в 2003-2004 годах все это изменили. И Джапаров об этом сегодня точно сказал. Разрабатывавшая Кумтюр канадская корпорация Камека, которая создала в 1993 году такие компании, как КГК и КОК, в последний день 2003 года была преобразована в Центерру, вследствие чего доля Кыргызстана упала с 67 до 33%. Кумтюр был и является главным активом Центерры, и за счет продажи кыргызского золота канадская компания покупала новые месторождения в Монголии, США, Туве, Турции. Кроме того, Центерра планирует сделать инвестиции в размере $500 миллиарда в месторождения Хард-Рок, Гацурт и другие. Но, уважаемые депутаты, эти деньги Кыргызстана, а они хотят тратить их в других государствах, пытаются использовать совершенно в других проектах. Начавшие свою деятельность в Кыргызстане с коррупции канадские бизнесмены не останавливались ни перед чем. Они покупали чиновников, активистов гражданского общества и даже журналистов, щедро выплачивая им гонорары, чтобы те постоянно их хвалили, называя главными пополнителями бюджета и спонсорами многих политических и культурных акций. Но канадцы тратили на все это не свои деньги. Кроме того, все финансовые средства в адрес Кыргызской Республики, в том числе выплаты взносов в общественные фонды, предоставление спонсорской помощи, выплачивались за счет операционных расходов проекта Кумтор или взамен налоговых поступлений, или взамен штрафных санкций за экологию. То есть ни в коем случае мы не считаем это спонсорской помощью.
Если помощь оказывалась в счет налоговых выплат, то многое делалось за счет нас, налогоплательщиков, а благодетелем считался Кумтер. Вот в чем вопрос. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.